Мы выдвинулись с базы прям на Ленинградку. Все красное. Мы вроде двигаемся. Блин, нормально. Дали загрузку в час. А загрузка происходит с 8 до 6 вечера. Опять звонит, блин, уже с погрузки. Вы в курсе, что у нас загружаетесь? Ну, мы, конечно, не в курсе. Звоню логисту. Говорю, так и так. Мне вот звонили, она, ой, не знаю, мне никто ничего не говорит. Говорю, как тут что работает? Вообще непонятно, блин. Я, блин, сдаю о погрузке вперед логиста, блин. Вообще какой-то кошмар. Что там, кто там, что делает? Будем продуктами грузиться на Питер. Вроде, ну, пробка, но вроде как бы едем. Впереди авария в среднем ряду. Вот, впереди авария, блин. Без этого в Москов никак. МЧС АГ. Автомобиль газодымозащитной службы. Позвонил ПТО, позвонил ТО, оказывается, через 4000 часов на РФе будет. Поэтому вам еще рано сказали, а амортизаторы вроде как заказали. Наличия нету, но на заказ заказали 2 штуки. На ведущую ось на тягач. Уже радует. Подушки так попарываешь этими порошками. Вроде бы, когда место нам 80 км ехать и 1,5 часа, как пишет навигатор. Ну, посмотрим. Короче, двигаемся дальше. Вот так вот заставили одеться. Штанишки. Стоим на Мираторг. Женщина вообще может перестать хотеть секса. Я так напряглась. А у меня есть знакомая, она гораздо старше. Что там все быстрее, звонили и подъехал. Минут уже 15-20 стою точно. Тишина в будке. Мало того, еще и потом на одном складе загрузиться. Вон переехать надо будет на другой. Вот так вот. Разгружаться надо будет завтра в Питере. Ну, также весь день. Там график с 9 до 6 вечера. Ну, пока вот стоим. Попил кефирочку. Сидим, ожидаем. Загрузили нас 1,5 часика по времени. Но, отъехав и взвешившись, казалось, что назад нагрузили многовато. 23,5 тонны. Сейчас подъехал обратно, тут тоже мат-перемат. Что тут такое, блин? Да ладно, тут ерунда, блин. У нас уже время заканчивается, типа рабочего дня. Лучше сейчас фуру перекладывать. Ну, в итоге звонили, тут все равно их заставили перекидывать с жопы на середину. На ведущую ось вообще там 7 тонн всего лишь. Вообще мало. Пускай перекидывают. Не знаю,
Кто грузит, что ли? Непонятно. Так что вот так вот. Будем опять ждать. Вот такая погодка у нас. Дождик всю ночь лупил. Машинка вроде не очень грязная, так? Вода вроде чистая. Посмотрим, вот пока природка. Зелененькая, все. Красота. Осталось 50 км нам до точки выгрузки. Немножко. Время у нас 4:20. Московская и местная. Так вот туманчик стоит вдалеке. Ну, было местами. Сейчас до 5 доедем. Надеюсь, нас запустят. Встанем на стояночку там. Поспим. Выспимся, а потом пойдем сдаваться. Ну, на разгрузку. Вот так вот красиво. 4:20, все, уже вообще тут сна не в одном глазу, не как раньше. Ну сейчас спать хочется уже в 2 ночи, раньше в 4 хотелось. Самый такой пик. Вот так, а сейчас уже в 3 начинает светать, уже не очень хочется спать. Разгрузка у нас с 9 до 3. То есть можно прийти, заморочиться. То есть не обязательно в 9. Разгрузка с 9 до 3. Так что покемарим, поспим. А то ночью едешь, вообще отлично. Машин нету. Вот такая дорога. Едешь, 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 едешь. То ремонтов много тоже. Дороги. Я представляю, что сейчас, когда машины поедут, будешь там как черепаха ползти, блин. То светофоры эти, то, блин, деревни, то не айс. Туманчик, туманчик. На улице плюс 9. Потому что дождик, видать, шел. Тумане. Ничего, посмотрим, что дальше. Красота какая. Все свежее такое. Листочки свежие. Все красиво. Дорога пустая, ходит вдаль, в туман. Очень прикольно. Ну, вроде нас сегодня еще дождь, когда передавали. Ничего хорошего, ничего хорошего. С погодой не будет. Ладно. Смотрим, что будет дальше. Все, сдали доки. Сказали, часов в 9 позвонят. Время 5. Вот так тут уже светло. Потерялось у нас пару этих колпачков новых. Ну, я знаю, от чего это потерялись. Это с которой я делал трубки. Одна была чуть-чуть там на миллиметр, по-моему, диаметр больше. Это она свободно залазила. Хоть я туда и подматывал двойной скотч двухсторонний, чтобы плотно было, но все равно колесо крутится быстро. И, по-моему, 2 с правой стороны слетело. Ну вот там вот они были. Там еще
есть сколько-то прославленных. Так, все. Сейчас 4 часика поспим. Уже мы никуда не торопимся. Мы уже на месте. Тут, блин, холодно. Плюс 9. Сказали по радио сегодня до 14 градусов потеплеет. Вообще хреново. Холодно. Ну, что-нибудь придумаю с колпачками. Наверное, те прославленные, которые сниму. И сделаю через одну гайку. Пускай будет лучше так, чем я их все равно потеряю. Которые прославленные. Там, не знаю, одна палка была или 1,5, или 1,20 м, не помню сколько. То бишь штук 6 точно прославленных. Некоторые мертвые, которые стоят, они вообще все ровненькие, он, блядь, никуда не отклоняются. А эти, ну, веером, блядь. Вот с этой стороны, по-моему, одна подклеена, но ее видно, но на среднем мосту отклонена чуть-чуть. А здесь они, вон, все веером пошли. Вот, потерялась одна. И тут две потерялись. Вот они, видите? Которая жесткая, это она вообще мертвая. А это вот скотч. Он ни хрена не держит. Скотч гано. Изолента тоже гано. Обычный скотч обматывал, залупился уже, тоже гано. Вот такие лужи. Короче, надо купить вот такие колпаки, поставить назад. Блин, ну с ними прикольно, конечно, видно же колеса как крутятся. Да, машина грязно, все грязно. Ладно, пойдем отдыхать. Вот мы на стояночке. Стоим уже 2 дня. Вот 3 машинки у нас тут. Вон там, по-моему, еще. А, вон еще там 2 стоит шторки. Потом покажу. Сейчас мусор выкинем, пойдем. Сегодня вечером поедем в порт. Грузиться бананами. Поедет у нас 2 машинки, оба в Красноярск, ну, в одну точку. И я, и он, коллега, повезем бананы. Вот на такой стоим в базе по дорожной сети. Как бы все. Столовая есть, прачечная, душ, туалет. Как бы все, что надо, все имеется здесь. Так что сейчас покажу. Машинки стоят. Вот такая вот стояночка. Разделение тут. Тут стали с рефами. Там встали со шторами. Там вон уже 2-й ряд машин стоит. И 3-й ряд. Некоторые уезжают, некоторые приезжают.
Машинку щеточкой тиранули. Все чистенькая опять у нас. Вчера дождь лупил опять кто-то. О, лужи какие. Сегодня вроде должно просохнуть к вечеру. Будет все чистенько у нас. Машинка норм. Все время более-менее чистая. Вот. Коллега. Бока чистые, а жопа у нас такая же была. Щеточкой почистил. Стало нормально. Так что сидим до вечера. После обеда позвоним. Сколько нам подъехать. Выдвигаемся на погрузку. Позвонили. 250 метров. Поверните направо. Мучите вы, блядь. Намучили, блядь. На звук убавим. Позвонили, сказали, пропуска готовы. Борис уехал татуировочки сдать. В колонну здесь. И мы сейчас туда как раз подкатим и вместе поедем. Дорога такая. Прыг, 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 прыг. Болото, болото, болото. Везде по краям болото. Прям направо, там на светофоре развернемся. Заправка автомобиль. Трацети. Все зеленое, зеленое. Или стоит, и выезжает уже. Нет, выезжает уже.
Или Боря вон стоит. Сейчас посмотрим. А нет, выезжает, да. Вот с ним мы и попрем вдвоем. Загорелся, для он встал, стоит и стоит. Чего ты стоял? Проехать я сразу не мог. 7. Ну, на светофоре написано «Ждите». Конечно, что-то еще остается делать. Как не ждать. Сейчас будешь разворачиваться, ты сейчас все встанут сразу. Поэтому подождем. Они начнут останавливаться. Чтобы не перекрывать. И времени нет на светофоре. Двигайтесь прямо. 7 километров. Все, погнали мы. Ну давай рассказывай, что тут надо делать. Прикладывай сюда карточку вот эту. Чик. Нижнюю нажимай, самую нижнюю. Да. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Подожди. Нажимай. Бананы. Бананы. Забирай. Все? Бананом. А это что потом куда? Это никуда? А это, наверное, сейчас вот эти. Одну на высит, один на хвост? Наверное. Ой. Вот заморочен. Чух, 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 чух. Где бабки есть, все чистенькое, вагоны чистенькие, бля. Контейнеры чистенькие, блядь, за границей. На такой площадке такой маленький антенны, надо там еще один ставить. А потому что, блин, Я гоняю только по России. мало, блин, этих. Да даже по трассе едешь, они везут их вот так вот. Грузов нету. Поэтому и по одному контейнеру везут. Пик. Ну, колесики испачкали. Вроде потихоньку проехали. Все равно испачкались. Чпок. Прилепим. Вот так. Как это вот сюда пока. Опа. Раз, ключик снимаем. Что теперь туда еще чесать теперь? Надо было сразу зайти туда. А, нет.
свет, но нам надо налево. Ну, какие контейнеры, погрузчики. Когда первый раз что-то необычное такое смотришь, видишь, как-то, ну, вот рентген стоит, скамейка, контейнеры рентгенят, смотрят. Надо наслюнявить, слюну пустить на присосочку. Вот тепловоз. Ну что, нам туда и надо, что ли? 22 вообще же у нас не там. Да. Так 22 вообще у нас сзади же. Он сказал, я ему звонил, он сказал по синим табличкам ехать. А по синим табличкам вот впереди здания и слева фуры стоят. А, я понял, все, давай. Все. Бросаем якорь. Все. Ну, что он сказал, говорит, заезжайте, становитесь. А на загрузку, что там, как? Говорит, у нас загрузка с 9 часов, так что ложитесь, отдыхайте. Ебать копать. Короче, потом еще и ночью отдыхать, что ли? Я думал, блядь, раньше загрузка хоть и дойдет. Ну да. Так что так. Он сказал, говорит, по знакам вот эти езжайте. И А я просто посмотрел по карте, думаю, блядь, здание вот. А разгрузка здесь у них. Прикольно, че. Пусть не, да, сейчас пожрать приготовлю, там, блядь, отдохнем еще маленько, блядь, хули делать. Ну да. Давай сюда. Давай. Ой, вот так вот у нас. Вот, морд. Охотники стоят. Вот так вот подъезжает машинка. Оттаскивает контейнеры. О, подъезжает. Оп. Поднял. Ну, вот так вот, поехал. Дело не до страховки, не до гражданства. Наше дело лечить людей, а не сортировать их по кастам. Успеете на операцию? Помогите пациенту дойти. Сами что? Что вы сказали? Ничего. По-русски говорите? Ладно. Говорите. Все, полетел. На кроватку. Сейчас другой подвезут.